Слово. Кто из вас будет выступать? Представители ГКНБ, а? Вы будете выступать? Да, пожалуйста. Хорошо. Проходите. Слово предоставляется... Так, сейчас, секунду. Калыгулу, да? Ага. Давайте. Уважаемый председательствующий, уважаемый состав суда, хотелось бы остановиться на одном моменте и акцентировать ваше внимание на тот момент. Предметом, как уже было сказано, является конституционность определенной конкретной статьи УПК, нормам Конституции, да, к определенным. Как установлено, обратившаяся сторона обосновывает причины обращения в Конституционный суд о невозможности обжалования решения по другому выделенному делу, да, по которому якобы это решение по делу предопределяет вынесение решения по делу его подзащитной. Как выступила представитель Верховного суда, там четко отмечают представители судебной системы, что данное решение не предрешает и не определяет вынесение решения по выделенному делу. Хотелось бы вас попросить особо обратить внимание на этот момент, в том, что вот эти все доводы обратившейся стороны могут быть предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, как я понял, которая находится на рассмотрении. И эти все доводы, возможно, будут решены судом апелляционной инстанции, и они могут быть предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. И в последующем сторона может защитить свои права путем обжалования в том случае, если эти доводы не будут рассмотрены судом. То есть, о чем говорим? Сторона и третьи лица, и сторона ответчика все говорят, что право на защиту обратившейся стороны еще не нарушено. Есть механизмы, методы вот этого восстановления. То есть в части защиты прав и интересов обратившейся стороны они могут обжаловать. И норма УПК в этой части по выделенному делу не противоречит той части, которая касающаяся обратившейся стороны, не противоречит Конституции. Тут вот этот момент могли бы учесть, да? Нет.